Кабинет министров Северной Осетии под руководством Сергея Такоева провел последнее заседание в текущем году. На повестке дня стояли около 30 важных вопросов, в их числе меры по реализации республиканского бюджета на ближайшие 3 года. Министр финансов Наталья Царева доложила, что непотраченные министерствами средства необходимо вернуть обратно в казну. На это отводится 7 рабочих дней. Чиновник посоветовала до конца года освоить все выделенные деньги. Еще одна важная тема итогового заседания правительства – утверждение государственной программы о развитии СМИ в республике до 2018 года, а также отдельным пунктом повестки заседания правительства создание регионального телевидения «Осетия ТВ». Это государственная структура, о необходимости которой говорили десятилетия. Она сможет решить в том числе проблему сохранения и популяризации осетинского языка. Сегодняшний день у Республики Северная Осетия Алания, как у субъекта Российской Федерации, нет электронного государственного СМИ, собственно. Вот для того, чтобы это положение исправить, в первую очередь мы закладываем сейчас на документальную правовую основу. В принципе, у нас сейчас в сети и в кабельных возможностях транслируется Осетия ТВ, но это на сегодняшний день пока не государственная структура, это, так сказать, проба сил, для того, чтобы это было более серьезным, и для того, чтобы зритель мог в перспективе расширить возможности получения этого сигнала, как цифрового, так может быть и аналогового, если еще будет необходимость в этом. Для этого необходимо включение активных государственных органов. В Северной Осетии открыли 2 новых спортивных комплекса. Сооружения возведены в городе Алагире и селении Нагир. На строительство комплекса в Алагире ушло порядка 2 лет и 90 миллионов рублей. Большая часть суммы выделена из федерального бюджета. Современный комплекс может разом принять до 200 спортсменов. Все занятия для них будут проводиться бесплатно. Кроме того, при строительстве сделали особый акцент на доступности занятий для людей с ограниченными возможностями. Спорткомплекс уже передан на баланс администрации Алагира. Еще один подобный объект в Нагире посетили знаменитые спортсмены, олимпийские чемпионы братья Таймазовы и Алан Хугаев. В этом спортивно-оздоровительном комплексе 3 зала для бокса, тяжелой атлетики и 3 многофункциональный. В помещении можно будет заниматься баскетболом, волейболом и мини-футболом, однако, скорее всего, здесь развернут борцовский ковер. Мы тренировались в учебном классе, где нам постелили ковры, и вот в этом классе тренировались. И самое интересное, то, что сегодня, я не побоюсь этого слова сказать, что я думаю, что самый лучший зал в республике, то, что касается тренировочного процесса. То есть это зал, где можно тренироваться, где можно готовиться и где можно достигать и выигрывать олимпийские золотые медали. В рамках социальных программ компании «Бавария» 60 сотрудников получили ключи от новых квартир. Жилплощадь была отдана по себестоимости. Если рыночная цена 1 квадратного метра в среднем порядка 35 тысяч рублей, то здесь до 22 тысяч. При этом сумму не нужно выплачивать сразу, сотрудники фирмы получают беспроцентную рассрочку на срок от 5 до 15 лет. А ремонт тоже за счет работодателя, но потом эту сумму включат в стоимость квартиры. Среди новоселов очень много молодых семей с детьми. Для ребятишек здесь скоро появится и своя детская площадка. В рамках частно-государственного партнерства эту социальную программу поддержало и руководство города. Мэр Владикавказа помог с получением земли под строительство здания, сейчас рассматривается еще ряд подобных проектов. Возможно, уже совсем скоро еще несколько десятков сотрудников компании получат собственное жилье. Всех новоселов поздравил председатель правительства Сергей Такоев. В канун Нового года это как раз очень хороший подарок, и можно искренне пожелать, что в 60 квартирах постоянно были 3 пирога, чтобы было очень много поводов хороших вас поздравлять с чем-то, с рождением детей, каких-то позитивными изменениями в вашей жизни. И дай Бог вам счастья, успеха, ванок бнат, амон чинут, много ажахуржих. Итоги уходящего года подвели в администрации Владикавказа. По традиции, в предновогодние дни руководство награждает лучших работников денежными премиями и дипломами. Заслуженные награды получили работники сферы ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и строительства. В этот же день чествовали лучших работников в сфере образования и муниципальных служащих. Глава администрации местного самоуправления Сергей Дзентьев поделился мыслями о предстоящей работе в новом году. Украсили праздник выступления артистов местной эстрады, а завершилась торжественная церемония выступлением детского хора и фейерверком из конфетти. Обычно подводят итоги года. Конечно, что-то удается, что-то не удается, но мы прекрасно знаем, что
администрации было большое желание все, что мы наметили, сделать. Конечно, много еще проблем, но я думаю, вот, награждая лучших из лучших вместе с ними, я думаю, все те планы, которые есть, обязательно воплотятся в 2015 году. И астрологи говорят, и эксперты говорят, что будет очень сложный год. Я надеюсь, что общими усилиями мы все трудности преодолеем. Председатель правительства Северной Осетии Сергей Таккоев в канун Нового года посетил республиканские детские дома не с пустыми руками. Уже не первый год он уделяет огромное внимание детям-сиротам. В этот день не был обделен ни один ребенок. Желание каждого маленького воспитанника было исполнено. В свою очередь ребята поздравили гостей с Новым годом и подарили им хорошее настроение. В санаторном детском доме воспитанники встретили гостей в костюмах Дедов Морозов и Снежинок. В новогоднем представлении сказочные персонажи показали, насколько мир может быть волшебным. Массу эмоций у ребят детского дома «Ласка» вызвали совместные танцевальные конкурсы с самим премьер-министром. Ребята постарше подготовили театрализованное представление, а самые маленькие воспитанники Республиканского специализированного дома ребенка показали танец Петрушки. Про Сергея Керменовича написано, что это высокий политический российский деятель, председатель правительства Республики Северная Осетия Алания. И на самом деле это очень порядочный человек, высокоморальный, который уже на протяжении 3 лет посещает наш дом-интернат. И с его приходом на самом деле дети получают подарки необыкновенные. Не в виде конфет и каких-то игрушек, а в виде теплоты человеческой. И огромное вам спасибо, Сергей Керменович, за сегодняшний праздник. Дети танцевали вместе с вами, вы с ними танцевали. Это был необыкновенный праздник, по-настоящему человеческий. МЧС России в этом году исполнилось 24 года, а в педагогическом институте отметили первую годовщину создания студенческого корпуса спасателей. За это время 3 группы студентов прошли обучение в учебно-методическом центре МЧС. Ребята уже неоднократно выезжали на соревнования МЧС по Северной Осетии. Они также принимали участие в состязаниях всероссийского масштаба. В предновогодние дни будущим спасателям вручили грамоты. А в Остинском театре состоялась торжественная церемония награждения медалями и грамотами отличившихся работников спецслужб в разных номинациях. Год был непростой для нашей системы, для системы МЧС. Было очень много знаковых мероприятий. Это, в первую очередь, участие наших спасателей в Олимпиаде, где непосредственно на трассе Роза-Хутор в составе группировки спасателей Северо-Кавказского федерального округа, спасатели Северной Осетии принимали активное участие и реально спасали спортсменов с трассы горнолыжной. Каждый год в последний четверг декабря колледж искусств имени Гергиева открывает свои двери для жителей города. Незабываемый вечер живой, эстрадной и джазовой музыки подарили зрителям студенты эстрадно-джазового отделения. Они исполнили известные хиты прошлого столетия. Зажигательные, хорошо знакомые мелодии отозвались в каждом зрителе. Аккомпанировал начинающим певцам Государственный эстрадный оркестр имени Кима Суанова. Мы, взрослые, должны подавать пример детям, что нам хочется с вами музицировать. Вы научились играть 2 ноты, а мы знаем на 5 нот больше. Но мы будем с вами играть даже эти 2 ноты, чтобы они приучались к сцене, чтобы они научились радоваться этому процессу. Это творчество. Научить этому можно. Но если в душе никогда ничего не горело, зажечь этот огонек очень сложно. Поэтому мы стараемся зажигать его каждый год. В музее имени Туганова открылась экспозиция работ Сусламбека Тавасиева, посвященная 120-летию со дня рождения великого скульптора. Его талант – гордость Осетии. Тавасиев прославился благодаря памятнику Салавату в Уфе. Скульптура стала символом города. Еще один известный монумент – памятник Костахи Тагурову перед Остинским драматическим театром во Владикавказе. В залах музея представлены 35 скульптур из дерева и 20 графических работ. В церемонии открытия приняли участие первый заместитель председателя парламента Станислав Кисаев и министр культуры Фатима Хабалова. В своих работах я хотела передать всю ту радость мира, которую мы не можем заметить, когда нам плохо. Я не ожидала, что я выиграю. Это было просто неожиданно, и это был самый лучший подарок на Новый год.
Футболистов юности научили безошибочной игре. Мастер-класс по технике владения мячом для спортсменов провели бывшие игроки футбольного клуба «Алания». Каждый из футболистов взял по 5-6 учеников и принялся обучать ребят мастерству. Игроки объясняли тонкости, связанные с футболом. Самые занимательные уроки проходили с голкиперами. Профессиональные футболисты работали с юными спортсменами, один из которых демонстрировал завидную сноровку. У него получалось практически безошибочно выполнять не самые легкие упражнения на координацию и ловкость. Сами же учителя не проявили и намека на то, что это всего лишь забава. Они гоняли мальчишек и сосредоточенно следили за их работой. Естественно, не обошлось без товарищеского матча. Стимулом любого мальчика, занимающегося в спортивной школе в Осетии, является попасть в Аланию. И вот и сегодня ребята, которые играют уже в других командах, и ребята, которые ныне защищают цвета нашей команды, собрались здесь, чтобы показать детям мастер-класс, поговорить с ними, рассказать, каковы были их первые шаги в футболе.